тем хочу вас спросить, почему до сих пор никто новый не заявился на эти выборы? Ну, помимо Арата Дильмухаметова и Рафиса Кадырова, которые, в принципе, еще с прошлого года говорят, что будут участвовать в этих выборах. Некому или это неинтересно? Или рано? На самом деле и то, и другое, и третье, наверное, Так. в какой-то степени. Просто у каждого из субъектов, у каждого из политиков, которые принимают решение о выдвижении собственной кандидатуры или, по крайней мере, как-то пытается лоббировать через партийные структуры, есть свои причины. Но что касается республики, то, конечно, уровень притязаний у разных политиков разный. И здесь мы должны понимать, что кому-то, может быть, это действительно может показаться неинтересным, скажем, и бесперспективным ввязываться в избирательную кампанию. А кто-то считает, что слишком рано еще. Но на самом деле я-то как раз считаю, что избирательная кампания в республике началась и идет достаточно активно, только ведет ее пока только один кандидат. Ради Хабиров, соответственно, а другие, но они будут включаться несколько позже. Вот вы назвали несколько человек, в частности, Дильмухаметова, там, который действительно, Кадыров, да, которые, это люди, которые, в общем-то, постоянно заявляют о своих амбициях в качестве политиков, которые претендуют на высшую должность в республиканской властной иерархии. Можно их политиками называть? Это насколько вообще верный термин в их отношении? А почему нет? То есть политик — человек, который так или иначе участвует в политическом процессе, пытается влиять на политические процессы, который обладает определенным влиянием политическим. Как бы там ни было, можно по-разному оценивать, скажем, Кадырова или Дильмухаметова, но понятно, что у них есть определенная группа людей, на которых они рассчитывают и которые, в общем-то, рассматривают их как своих лидеров. А раз эти люди в достаточной степени политизированы, то, соответственно, конечно, они могут рассматриваться как политики. То есть вопрос о том, считать человека политиком или нет, он вообще такой довольно, риторический, может быть, где-то философский, да, потому что мы можем углубиться в детали относительно того, что такое политика, там, каков уровень реального влияния или нет. Но если мы говорим о избирательной кампании, то здесь главным критерием является публичность, то есть способность человека заниматься публичной деятельностью, общественной. Ну, в общем-то, это и есть в широком таком понимании политическая деятельность. Конечно, и Кадыров, и Дильмухаметов в этом плане обладают определенным опытом, ну, пусть не выходящим за пределы нашего региона, но тем не менее здесь их знают, кого-то чуть лучше, кого-то чуть хуже, наверное. Но, тем не менее, я считаю, да, можно, наверное, так сказать. Другое дело, если мы возвращаемся к выборам, каковы их реальные шансы, и тут уже как бы это совсем другой разговор. И здесь вот, возвращаясь к вашему первому вопросу относительно того, почему еще не заявились. Вы знаете, у нас просто законодательство о выборах, кодекс о выборах таким образом построен, что участвовать в предвыборной гонке может кандидат выдвинутой политической партии в Республике Башкортостан. И, соответственно, крупные политические партии, такие как КПРФ, ЛДПР, они, безусловно, смотрят, они изучают ситуацию, потому что нужно понять их логику тоже. Выставить слабого кандидата неправильно, просто потому что это очень серьезно может подорвать шансы партий. Даже если они понимают, что нет возможности победить на осенних выборах, но они держат в уме еще выборы, которые через 2 года всего пройдут, в 2021 году в Государственную Думу, и, соответственно, конечно, они выстраивают долгосрочную стратегию. Во-вторых, оценивая ситуацию, я думаю, они еще и подбирают кандидатов возможных. Да. Но все-таки, если говорить о кандидатах, насколько вообще есть вероятность и велика ли она, что вот через пару месяцев, уже ближе к лету, действительно появится, во-первых, много тех, кто будет оппонировать на этих выборах Хабирову, а во-вторых, кандидаты, которые действительно смогут стать достойной конкуренцией, сильные кандидаты, которые, в принципе, имеют шансы выиграть. Я бы на 2 части возможных кандидатов разделил. Первое, вот то, о чем я начинал уже говорить, это политические партии, кого они выдвинут. И не секрет, что у нас вот есть 2-3 политические партии, помимо «Единой России», которая уже определилась с кандидатами, да, или кандидат определился с партией. Скорее вот, это. Остальные политические партии, они, соответственно, будут единственные, кто могут выдвинуть более или менее конкурентоспособных кандидатов. Кто может быть этими кандидатами? То есть тут нужно смотреть, да, мы видим на то, как развивается ситуация в других регионах. Сразу нужно сказать, что, конечно, если кандидаты будут выдвинуты из числа местных общественных деятелей, я в данном случае не беру в расчет Дильмухаметова или Кадырова, да, о которых мы говорили, потому что понятно, что парламентские партии их не будут выдвигать. Они попытаются выдвинуться от других
политических структур, может быть, ну, других партий поменьше, да, не парламентских каких-то сил. Парламентские партии наверняка просчитывают ситуацию. Если они выдвинут кого-то из кандидатов из местного актива, так будем говорить, то это будет прямая сдача в плен, что называется. То есть прямое признание собственного поражения до начала выборов, потому что реально в республике на сегодняшний день нет фигуры, которая могла бы составить конкуренцию политическому Радию Хабирову. Такую конкуренцию могли бы составить федеральные политики, представляющие ЛДПР или КПРФ. И мы видим, что, например, там в Петербурге КПРФ выдвигает кинорежиссера Бортко, там Максим Шевченко, известный журналист, пытается, или, по крайней мере, время от времени говорит, что он готов принимать участие в губернаторских выборах, пытался во Владимирской области вот в прошлом году. То есть это те люди, которые, ну, может быть, они и не победят, но, по крайней мере, они совершенно точно обладают медийной известностью, они обладают узнаваемостью у населения, и люди не будут спрашивать, приходя на избирательный участок там, или видя их по телевизору, а кто это такой вообще. Ну, это как Жириновский, когда ЛДПР его выдвигали в Курултай. Ну да, да, но там-то было понятно, что Жириновский, конечно, не променяет кресло. Ну, разумеется. Государственной Думы на Курултай, а здесь речь идет о тех политиках, которые реально могут применять кресло в Государственной Думе, например, да, на место потенциально главы региона. Хотя даже в этом случае я думаю, что им тяжело будет составить конкуренцию в силу там ряда причин, но в общем, если такой сценарий будет реализован, то, конечно, избирательная кампания будет более конкурентная. Это вот таким образом первая группа кандидатов, которые представляют парламентские партии. Сразу вот здесь вот остановлюсь. А есть ли уже, ну, хотя бы примерно понимание, кого могут пригласить? Прям фамилии или пока сложно назвать? Я думаю, пока сложно сказать, но наиболее очевидным представляется, что это депутаты Государственной Думы, которые работают от Башкортостана. Ну, тот же Александр Ющенко, например, от КПРФ. Да, это наиболее очевидная, на мой взгляд, кандидатура в плане Коммунистической партии Российской Федерации, потому что Ющенко здесь в республике знает, он пресс-секретарь Зюганова фактически, он имеет вес в Москве, и поэтому, да, в общем, учитывая его и медийность, и опыт определенный политический, он смог бы сделать выбор. Но я не скажу, что прям составить серьезную конкуренцию, наверное, об этом рано говорить, но, по крайней мере, он бы придал какого-то динамизма избирательной кампании. Так, это первая группа. Вторая группа. Вторая — это вот те общественные лидеры, которые в Республике Башкортостан есть, они не имеют высокой узнаваемости на федеральном уровне, но у них есть свой сегмент, и они могут, соответственно, рассчитывать на этот сегмент, они могут сделать выборы, ну, такими более медийными, более в какой-то степени узнаваемыми, более динамичными, где-то даже скандальными. То есть это и Дильмухаметов, это, наверное, Лилия Чанышева, если у нее будут такие амбиции. Но тут есть другая проблема. Я очень сильно сомневаюсь, что они вообще пройдут муниципальный фильтр. То есть я практически уверен, что они его не пройдут. Поэтому в этом смысле, может быть, наибольшая интрига применительно к избирательной кампании состоит не в том, кого именно мы увидим на финишной прямой, а кого пропустят. То есть кто пройдет муниципальный фильтр, и вот в конечном счете, кто будет внесен в списки для голосования, ну, который мы увидим вот в начале сентября. Я думаю, что реально список кандидатов будет состоять из 4-5 человек, вряд ли больше. Вот это те люди, которые муниципальный фильтр пройдут. Наверняка, ну, помимо действующего, исполняющего обязанности главы республики, это представители парламентских партий. Ну, может быть, там еще 1-2 максимум человека от других политических партий. Ну, то есть правильно я понимаю, что, по сути, все это говорит лишь о том, что исход этих выборов уже сейчас предрешен, и вряд ли у нас возможен сценарий протестного голосования, когда побеждает совершенно неожиданный кандидат? Ну, нет, я бы не стал так однозначно говорить. Конечно, у Радия Хабирова высокий рейтинг. Он связан, на мой взгляд, с несколькими факторами. Это вообще, может быть, тема немножко другая, да, вот, ну, потом, если интересно, можем к ней вернуться. Но да, пока он высокий, но здесь много моментов играют свою роль, связанных с тем, что общественное мнение, оно вообще очень динамично. И ему свойственно меняться, и, может быть, даже не всегда это связано с деятельностью, ну, региональной власти, с деятельностью федеральной власти в том числе. Просто в сознании населения, особенно в сознании населения в Башкортостане, для которого характерен, в общем-то, такой патерналистский тип политической культуры, в какой-то степени подданнический, региональная власть и федеральная, они неразрывно друг с другом связаны. То есть они воспринимаются как единое целое. Ну, потому что федеральная назначает региональную, по сути. Так и есть, по большому счету. Хотя не во всех регионах так, например. В нашем регионе так. В нашем так.
И поэтому, ну, соответственно, какие-то проколы, скажем так, федеральной власти, ну, аналогичные, скажем, там, пенсионной реформе и так далее, они, конечно, могут очень негативно сказаться на позиции людей, которые... Это может усилить протестное голосование, плюс вкупе с сильными кандидатами это может создать определенную интригу. Поэтому я не скажу, что Хабиров на 100% победит на выборах. То есть за полгода может, конечно, ситуация измениться, но то, что он наиболее явный фаворит вот на данный момент, да, за полгода до выборов, ну да, это очевидно. Слушайте, а вот эти рейтинги, да, вот я уже который раз слышу, Ради Хабиров, у него там очень высокий рейтинг. Кто оценивает вообще этот рейтинг? Кто его составляет? На каких, не знаю, на какие условия, на какие события опираются при оценке и составлении? Почему им, этим рейтингам, нужно верить? И вообще, можно ли им верить? Вот смотрите. И насколько это вообще эффективный инструмент оценки работы, реальной работы? Вы говорите в данном случае о рейтингах, да? Когда я говорю о высоком уровне поддержки, я имею в виду рейтинг не те, которые составляются на разного рода аналитическими то есть вы про избирателей? Я говорю в данном случае о мнении избирателей. Потому что, ну, конечно, рейтинг может быть каким угодно, но он ни в коей мере не является гарантом политического будущего. Скажем, у Рустема Хамитова был достаточно высокий рейтинг, согласно всем замерам. Ну, там в первую 15-20 он попадал всегда, очень часто и в десятку, но это, как мы видим, не уберегло его от отставки в итоге. Я говорю о рейтинге доверия избирателей, если угодно, о суждениях избирателей. Ну да, понятно, каким образом это делается, проводятся и социологические опросы, и фокус-группы, то есть целый инструмент. Почему он высокий на сегодняшний день? Я думаю, это с двумя моментами связано. Довольно любопытными, они вот как-то даже немножечко противоречат друг другу, наверное, потому что один связан с такой дихотомией и с авторитарным сознанием населения, и со стремлением к демократии, с другой стороны. Первое связано с тем, что Ради Хабиров демонстрирует, ну, в общем, такой жесткий стиль управления, и очевидно, что у людей это востребовано, и они вот хотят, чтобы новый руководитель пожестче был и пожестче обращался с чиновниками. Стукнул кулаком по столу, да, и и все порешал. У Хабирова это получается, Так. и, соответственно, люди это реагируют и воспринимают как верную, скажем так, модель управления. А второе связано с тем, что произошла смена власти. У нас люди все равно любят, когда происходит смена власти, когда на место одного руководителя приходит другой. И, соответственно, вот получилось так, что смена власти де-факто произошла, новый руководитель выбрал вот такой жесткий стиль управления. Это вполне попадает вот в ожидания. Да и вообще ожидания населения, как правило, они продолжаются достаточно долго от нового руководителя. Я думаю, до полгода, год. Поэтому вполне может быть, что до выборов и хватит вот этой вот инерции. Поэтому вот этим определяется, на мой взгляд, высокий уровень доверия со стороны населения, который, по крайней мере, пока вот имеет место быть. А что касается рейтингов, ну, понятно, что они носят субъективный характер, но, конечно, они тоже основаны не на пустых там домыслах или разговорах, то есть аналитики, они смотрят на разного рода показатели, в том числе с точки зрения поддержки федерального центра, а тут надо сказать, что наверняка, учитывая по опыту предыдущих избирательных кампаний в регионах, мы можем ожидать, что и Владимир Путин может посетить республику, ну или, по крайней мере, провести несколько или там одну, но большую встречу с Радием Хабировым, потому что обычно Путин поддерживает тех кандидатов, назначение которых он инициировал. Вот поэтому я думаю, что это тоже может повлиять. На прошлой неделе сначала Башинформ, потом многие другие госсми, именно государственные СМИ, стали писать, что общественникам в республике предлагают деньги за то, чтобы они критиковали и выступали против Радия Хабирова. Это случилось после того, как у нас в эфире Азамат Галин об этом рассказал. Но интересно, что обычно на наши эфиры госсми так не реагируют. В этом случае просто реакция невероятная. Во-первых, собственно, почему такой интерес? Ну, на мой взгляд, вот моя субъективная точка зрения, это мое суждение, что это абсолютно высосанная из пальца ситуация. Так, давайте тогда с этого потому зайдем. Что, нужно понимать две вещи, на мой взгляд. Первое — это то, что всегда существует оппозиция, всегда существуют власти, и всегда существуют люди, которые властью недовольны. И если это пытаются связать с избирательной кампанией, то напрасно. Потому что по окончании избирательной кампании оппоненты Хабирова, действующей власти, они никуда не исчезнут. Они так и будут продолжать, соответственно, работать, как они говорят, да, вот, против него, то есть вбрасывать определенные информационные поводы, жестко критиковать и так далее. Но вспомните, как было с Хамитовым,
многие помнят, как было с Рахимовым, то есть и того, и другого отправляли в отставку, ну, каждые 2 месяца, наверное. То есть каждые 2-3 месяца постоянно говорились, ну, все, вот теперь точно Москва решила, все, он уходит в отставку, там, с одним это 8 лет продолжалось, с другим и того больше. Вот я думаю, и с Хабировым будет то же самое. Просто потому что есть такая вещь, как политическая борьба, есть такая вещь, как политические интересы. И второй момент, ну, я не готов там комментировать вот конкретно тот или иной случай, да, с конкретными людьми, но, наверное, раз существуют определенные политические интересы, то, соответственно, заинтересованные лица, они выходят на тех людей, которых они рассматривают как лидеров общественного мнения, и пытаются их заполучить в свою группу, да, то есть тут о суммах не знаю, ничего сказать не могу, но понятно, что люди, которые имеют определенные политические виды в республике, они заинтересованы в том, чтобы расположить к себе тех, кто обладает известностью, узнаваемостью и к мнению которых прислушиваются. Другое дело, что вот, да, насколько я понимаю, весь вот этот вот хайп, если это слово здесь допустимо, который вокруг этой темы поднялся, ну так негласно где-то мелькает о том, что якобы есть или может быть появиться какой-то другой кандидат, там не партийный, да, который составляет оппозицию Радию Хабирову, что Москва там каким-то образом к этому причастна. Я думаю, нет. Мне кажется, что это исключительно наши местные, что называется, разборки. Политтехнологи. Да, потому что, ну, я бы не сказал, что политтехнологи, да? Нет, скорее всего, это просто борьба интересов определенных. То есть есть группа людей, которые, безусловно, недовольны назначением Хабирова и которые, ну, пытается тем самым показать, что решение относительно него было ошибочным. Но это нормально, как и есть и прямо противоположная группа людей. Вот я думаю, что как раз-таки политтехнологи здесь весьма мало задействованы, потому что, на мой взгляд, у нас есть одно очень большое заблуждение и у власти, и у оппозиции. Мы очень часто пытаемся объяснять сложные процессы простыми причинами. То есть, если что-то идет не так, то мы говорим, ну вот это вот там Запад заказал, да, там, во всем виноват Обама, там, во всем виновата Америка, ну или в данном случае там во всем виноваты политтехнологи и так далее. Хотя, на мой взгляд, причины могут быть на самом деле куда как более глубокие, и они лежат просто в том, что российский социум, да и наш социум в республике, общество, оно очень неоднородное, и там есть разные интересы, и, соответственно, разные политические взгляды в том числе. А к чему тогда такая реакция на это? Если, вот, на ваш взгляд, это, собственно, не стоит таких разговоров, почему госсми-то так отреагировали? Я думаю, здесь определенная причины лежат в том, что постепенно заканчивается вот этот вот медовый месяц, который у Радия Хабирова был. Ну, пока он сохраняется, потому что уровень общественного доверия, я еще раз повторю, довольно высок к нему. Но все-таки у людей, которые работают в СМИ и которые сопровождают его информационную кампанию, насколько я понимаю, они были не совсем готовы к тому, что они столкнутся достаточно быстро, через 3-4 месяца, с критикой. То есть первые ведь несколько месяцев восприятие Радия Хабирова носило, ну, абсолютно такой вот... Очень радужно все было. Да, что даже радужное, вот какой-то сверхэмоциональный характер такой, да, вот некий период влюбленности, наверное, даже, может быть, имел место быть. И сейчас это заканчивается, и суждения становятся в том числе и критические, и противоположные. И мне кажется, что вот в какой-то степени государственные СМИ оказались к этому не готовы. То есть они оказались не готовы к тому, что вот начнет появляться рано или поздно и достаточно большая часть критики. Тем более, что объективно говоря, эта критика, она, может быть, не всегда ее источником является сам Радий Хабиров, а конкретные ситуации, которые в республике происходят. Вот с Сибаем, например, да. То есть нельзя сказать о том, что это именно Радий Хабиров непосредственно несет за это прямую ответственность. Но, тем не менее, конечно, когда речь идет о таких вот ситуациях непростых, да, а они накапливаются этой зимой, то это проецируется в том числе и на главу, и, конечно, критика появляется. Я думаю, что просто государственные СМИ были не готовы к довольно быстрому вот такому переходу от восторженных оценок к критическим. А еще у нас буквально 1,5 минутки есть до конца первой части. Хочу одну тему с вами обсудить, также по поводу соцсетей, реакции на посты. Буквально в СМИ недавно стали появляться сообщения о том, что людей, которые пишут что-то там про Шихана на страницах Радия Хабирова, блокируют в интернете. Насколько вообще это, не знаю, можно ли этому верить, и насколько это правильно, тем более, что Хабиров, когда пришел, брал курс на открытость в соцсетях, и там чуть ли не всех заставлял идти в эти соцсети, общаться с людьми. Ну, это как-то по-детски выглядит. Блокировать людей за то, что что-то они пишут.
Ну, не знаю, честно говоря, насколько это соответствует действительности. Ну, во-первых, первое, очевидно, что Градий Хабиров, конечно, едва ли сам ведет. Ну, естественно, не сам, да. конечно, сила, которая это все делает. То есть есть соответствующая команда, которая этим занимается. Во-вторых, мне кажется, что все прекрасно понимают, и, собственно, и сам Хабиров понимает, и люди, которые отвечают за информационную политику, что социальная сеть — это такая штука, что абсолютно не имеет значения, где ты написал о проблеме. Она все равно станет понятной, она все равно станет известной и выйдет в информационное пространство. Мы сейчас прервемся на новости, к сожалению, после вернемся и продолжим. В Москве 13 часов 30 минут на Эхе Новости. В Краснодарском крае подросток открыл стрельбу из пневматического пистолета. Он ранил 5 сверстников. Как стало известно Интерфаксу, инцидент произошел накануне. В местном МВД утверждает, что конфликт, по предварительным данным из-за денег, произошел вне стен учебного заведения после уроков. После стрельбы школьник выбросил пистолет в канализацию. Сейчас проводится проверка. В Госдуму внесен законопроект о морально-политическом состоянии военнослужащих. Это инициатива правительства России. В пояснительной записке говорится, что под морально-политическим состоянием понимается совокупность личностных идейно-политических установок, нравственных ценностей, поведенческих мотивов и настроений. Предполагается, что отвечать за морально-политическое состояние военнослужащего будут командиры. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, между тем, предлагает ежегодно замерять индекс счастья россиян. По ее словам, власти должны знать, насколько люди становятся счастливее в результате тех или иных решений. В качестве примера она привела Объединенные Арабские Эмираты. По словам Матвиенко, любое решение, которое готовит правительство этой страны, проходит экспертизу в Министерстве счастья. Россия готова к торговле с Белоруссией в российских рублях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Таким образом, он не подтвердил слова Александра Лукашенко. Сегодня белорусский лидер, президент сказал, что предлагал Владимиру Путину полностью перейти на расчеты в российских рублях во взаимной торговле, но, цитирую, никто на это не идет. Возвращение рекорда Алексея Шведа помогли подмосковным «Химкам» выиграть у ЦСКА. О самом известном противостоянии российского баскетбола расскажет Алексей Осин. Перед матчем сильнейшей команды страны «Химки» оказались в отчаянной ситуации. Из-за травм баскетболистов основы на игру удалось наскрести всего 10 человек, из которых один, Дмитрий Кадышников, попал в заявку впервые и на площадку так и не вышел. Так что пришлось играть лишь с 4 заменами. Алексей Швед почти не садился на лавку, хотя в первой половине игра у него не очень шла. Но зато ближе к концовке остановить его было совершенно невозможно. Он забивал невероятные мячи. Вперед вырывалась то одна, то другая команда. На последних секундах ЦСКА удалось перевести матч в овертайм. Но в дополнительные пятиминутки Швед набрал 5 очков из 11, и «Химки» победили 73-72. Алексей Швед установил личный рекорд. Он набрал 37 очков. Официальный курс доллара на завтра 65 рублей 80 копеек, евро 74 рубля 51 копейка. В Москве плюс 3 градуса сейчас. Ночью и завтра днем обещают около нуля. Марина Старцина, служба информации, Эхо Москвы. Благотворительный фонд «Изгелек» обращается к неравнодушным слушателям «Эхо Москвы» в Уфе. У двухлетнего Шамиля Якупова из Уфимского района республики множественные пороки развития. Из-за сложных диагнозов мальчик не может самостоятельно дышать. Сейчас семье Якуповых нужна помощь в приобретении портативного кислородного концентратора для сына. Стоимость аппарата 290 тысяч рублей. Помочь Шамилю просто. Пришлите СМС на номер 3443 с текстом «Изгелек» пробел сумму пожертвования. Сумма может быть любой. Спасибо за помощь. Более подробную информацию вы можете найти на сайте благотворительного фонда «Изгелек». По средам после 13 часов на Эхе Москвы в Уфе раскрываем результаты маркетинговых исследований и говорим с экспертами из различных сфер рынка. В программе «Включаем маркетинг». Ведет программу Виталий Пилипчук. Все, чем живет башкирская благосфера, расскажет Евгения Куцуева в программе «Блок-аут». Каждый четверг в 14:35 на Эхе Москвы в Уфе.
Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Мир. Дунья. Мужской мир. Ират дуньяха. Мужской мир. Ират дуньяха. Ради Хабиров назвал женщин украшением сложного мужского мира. Ради Хабиров қатын қыздарды қатмарлы ират дуньяхының бидәге дип атаны. Ради Хабиров назвал женщин украшением сложного мужского мира. Ради Хабиров қатын қыздарды қатмарлы ират дуньяхының бидәге дип атаны. «Эхо Москвы» в Уфе и общественная организация «Берзямлек» представляют рубрику «Говорим по-башкирски». Персонально ваш. Продолжаем программу «Персонально ваш». У микрофона Елена Черкова. «Персонально ваш». Сегодня политолог Николай Евдокимов. Я напомню номер для ваших смс-сообщений. +7 927 304 1051. Можете писать не только смски, но и сообщения в наш Телеграм. Мы с вами остановились на вот этой теме с блокировками неугодных сообщений, неугодных пользователей в соцсетях. Все-таки хочу ее добить. Как вот это, понятно, что это делает не сам Ради Хабиров, разумеется, да, есть специально обученные люди, которые за этим следят. Как вот это все бьется с тем, что он говорил про открытость, про гласность, про массовые вот эти походы чиновников в соцсети, там чуть ли не под палкой их заставляли заводить профили. Как вот это вот все сочетается? Ну, тут, на мой взгляд, просто нужно простую вещь понимать, что у Ради Хабирова совершенно другой стиль. Его стиль — это стиль жесткого руководителя даже где-то авторитарного, и человека, который в первую очередь обеспечивает порядок и такой стройность системы управления, да, то есть все-таки, если говорить об открытости, демократичности, там, развитии гражданского общества и так далее, то, мне кажется, он не совсем попадает вот в эту стилистику, и, может быть, изначально не следовало как бы на этом это педалировать, это позиционировать, поскольку все-таки, у него есть свои сильные стороны, и, безусловно, необходимо в первую очередь те сильные стороны развивать, которые реально существуют, а не которые там выдумываются. Что касается вот блокировок, на мой взгляд, это абсолютно бессмысленное дело, потому что очевидно, что, наверное, надо блокировать так называемых троллей, да, то есть тех, кто там пишет какие-то глупости там, или откровенной ерундой занимается, но если поднимается проблема, то все равно в данном случае издержки от подобного рода действий, они будут больше, чем непосредственно сам результат вот этого блокирования. То есть человек или группа людей, они в конечном счете начнут об этом говорить, это выйдет в информационное пространство, и в итоге имиджевые потери окажутся собственно, об этом больше, про Уфу написали, я поэтому этот вопрос подняла. Чем если бы человек написал то, что захотел. Угу. Хочется еще о кадровых назначениях с вами поговорить. Вот буквально на днях новым руководителем Центра развития туризма стал Артур Эдельбаев. Это назначение тоже вызвало довольно много споров в определенных кругах. Да? Кто-то начал сразу там вспоминать про судимости, которые у Эдельбаева были, кто-то начал вспоминать про то, что он избивал журналистов. У меня вот два вопроса по этому поводу. Да? Первый вопрос все-таки, как вы это само назначение оцениваете? Вот человек, который теперь будет целенаправленно развивать туризм. Первое, значит, по поводу Эдельбаева. Любое кадровое назначение, оно исходит не только из нескольких моментов. Во-первых, да, во-первых, оно исходит из кадровой скамейки, которая есть в данном случае у главы региона, как человек, который инициировал его назначение. Я, честно говоря, не знаю, почему Эдельбаева именно на туризм поставили, кроме того, что он там посещал отдельные регионы, в том числе там на Кавказе. Он занимается в последнее время там какими-то туристическими вещами. Проектами. Да, развивает свои проекты. Но если другие, более профессиональные люди в этой сфере, мне сложно сказать. Просто потому что, наверное, это специалисты должны оценивать, которые занимаются туристическим бизнесом. Но есть и другой момент, связанный с тем, что Эдельбаев бывший общественный деятель, наверное, и нынешний тоже, да, по крайней мере, какой-то бэкграунд у него есть. И, безусловно, когда руководитель приходит в республику, он оценивает возможности разных
общественных групп, разных социальных групп. Я думаю, что назначение Эдельбаева лежит и в этой плоскости тоже. То есть в данном случае необходимо было расположить тех людей и показать тем людям, которые Эдельбаеву близки, что их интересы тоже так или иначе будут учитываться, что их интересы, никто на них не закрывает глаза. И вот это некая попытка тоже диалога с этой группой общественности, довольно, где-то, наверное, радикально настроенной по отношению особенно к предыдущему руководителю. Поэтому я думаю, что здесь и кадровый момент, наверное, есть, хотя я его не могу оценить с точки зрения рациональности, но совершенно точно тут есть политический момент. А нет ли здесь вот этого очередного назначения по старой дружбе? Ведь это, в принципе, известный факт, что Хабиров давно знал Эдельбаева, что они были знакомы еще во времена Рахимова, когда работали, да, там так или иначе вместе. Вот этот пункт как? А какие назначения у нас не по старой дружбе, в общем-то, происходят? У нас многие назначения таким образом происходят, и если мы берем это в качестве основания, то тогда надо признать, что большинство новых назначений так или иначе связаны с тем, что Ради Хабиров знает этих людей довольно давно, но это палка о двух концах. Конечно, тут есть положительные моменты, которые связаны с тем, что Хабирову легче работать с людьми, которых он знает, и с которыми его что-то связывает, какой-то опыт определенный. Но, с другой стороны, конечно, это сужает возможности для других людей, в том числе вызывает определенное раздражение у части политической элиты, которая была связана с предыдущим руководителем, или которая рассчитывала на то, что она тоже сможет выдвинуться за счет каких-то своих профессиональных качеств. Поэтому посмотрим, какой будет результат. Если будет результат, то значит, это правильный шаг, верный шаг, и он был оправдан. Если нет, то тогда в первую очередь, соответственно, кадровая политика станет предметом таких бурных обсуждений. Однако, если мы вспомним... она уже стала, нет? Вот я как раз хотел это продолжить. Вспомните, что было одной из главных претензий к Рустему Хамитову. На мой взгляд, кстати говоря, может быть, несколько преувеличенных. Постоянно кадровая ротация. То есть то, что он там менял по кругу министров, но особенно каких-то малозначимых, казалось бы, да, министерств, может быть, не первостепенных, и в итоге говорилось о том, что, посмотрите, у главы региона нет собственной команды, нет кадровой скамейки, и в итоге к концу его 8-летнего срока руководства это стало одной, едва ли не самой главной причиной, которая ему вменялась в пику, что нет работоспособной команды управленцев. У Хабирова, насколько я понимаю, немножко другой стиль. У него есть эта команда, другое дело, насколько она покажет, сумеет ли она показать свою эффективность. Посмотрим, пока выводы рано делать. Но я согласен с тем, что да, некоторые кадровые назначения, они, конечно, в какой-то степени провоцируют общественность, учитывая прошлое, в том числе и Эдельбаева, и связанные с уголовными делами. Вот вы как раз, предваряете уже мой второй вопрос по этому поводу. Вот эти все разговоры, которые сейчас снова возникли, про эти уголовные дела, про избиение, они сейчас вообще играют какую-то роль? Вот это его прошлое в том, как он будет работать. Стоит ли вообще об этом сейчас говорить? Безусловно, это повлияет на его восприятие. Это повлияет на то, как... То есть этого человека уже не смогут воспринимать... В отрыве от того, что было. Да. Да, в какой-то степени. Хотя, наверное, это не совсем правильно, потому что если человек, если эта судимость закрытая, да, если он отбыл наказание, соответствующе понес наказание, то тогда он обладает всеми теми же правами, которые может обладать другой человек. Это довольно сложный вопрос, потому что на самом деле тут есть формальная сторона вопроса, да, о том, что человек понес наказание, он вышел, он больше не несет ответственность за то, что он когда-то совершил, потому что он за это расплатился. Но, с другой стороны, есть и морально-нравственная, этическая сторона вопроса с точки зрения того, насколько люди способны занимать должность, да, которые были замешаны в таких вещах. На мой взгляд, тут нет никакого однозначного решения. И сложно сказать, потому что и клеймо не хотелось бы ставить на человеке, но в то же время, конечно, такие вещи должны учитываться при назначении на должность. Но в любом случае, я думаю, Эдельбаеву, конечно, будет тяжело, ему при каждом удобном случае это будут припоминать, и если, не дай бог, там возникнут какие-то подозрения на коррупционную деятельность или
еще какие-то вещи, то есть там сразу скажут, ну это же тот самый там Эдельбаев. Он что делал? Это же он, да, то есть это, конечно, будет вот таким вот шлейфом тянуться. Плюс 7 927 304 1051 номер для ваших смс-сообщений с вопросами. Пожалуйста, не забывайте подписываться. А еще одна тема, о которой хочется поговорить с вами, это формирование общественной палаты города. Ее состав окончательно сформирован, все члены этой палаты нам представлены. Прежде всего, мне хочется вашего мнения услышать вот по какому поводу. А зачем нам вообще еще одна общественная палата, если у нас есть общественная палата российская, есть республиканская? Зачем нам еще городская? На самом деле я эту ситуацию вижу таким вот образом. Необходимо каким-то образом развивать институты гражданского общества. Общественная палата является одним из этих инструментов. И власть, в силу того, что, я думаю, здесь даже речь не о региональной власти, а о федеральном тренде, о том, что заложено из центра. Федеральная власть, она создает вот эти вот симулякры. Эти симулякры, они присутствуют, в общем-то, во всех сферах политической жизни, в какой-то степени в плане политических партий даже, хотя несколько меньше. Но общественная палата пока, конечно, она не является, ни одна общественная палата в полной мере не является инструментом, институтом гражданского общества. Но создавать их надо. А в силу того, что власть у нас старается контролировать все процессы, которые происходят в обществе, то, соответственно, и процесс создания общественных палат тоже старается контролировать. Поэтому как следует оценивать эту общественную палату? Ну, вы знаете, я все-таки исхожу из того, что при всех недостатках и при всем при том, что общественные палаты пока в полной мере со своими функциями не справляются, хотя справедливости ради надо сказать, что они проводят определенную работу, и есть результаты по некоторым направлениям. В чем они не справляются с этими функциями? Они не в полной мере сращены, если так можно выразиться, с гражданским обществом как таковым. То есть у них свое, у общества свое, у власти свое, и в итоге выходит... В какой-то степени да. То есть общественная палата — это мостик между властью и обществом. На мой взгляд, на данный момент она выполняет контролирующие функции в значительной степени. Это важно, но она не выполняет коммуникативные функции. То есть функции передачи информации от одного канала к другому, в данном случае от общества к власти. То есть вот коммуникативные функции не выполняются вообще. Но это как, может быть, немножечко надуманное сравнение, да, как помните у Чехова, что если ружье висит на стене в спектакле, то рано или поздно оно выстрелит. Точно так же и здесь. Даже если мы создаем некие симулякры институтов гражданского общества, то вполне можно ожидать, что рано или поздно они в конечном счете начнут работать. То есть лучше пусть они будут и постепенно развиваются, там, может быть, через несколько десятилетий они начнут работать так, как они должны работать, чем если их не будет вообще. Да? Если мы скажем, ну, зачем это нужно, вроде того, что никакого толка от них нет, и пусть не будет. Нет, на мой взгляд, как раз-таки нужно создавать. Но другое дело, что и относиться нужно все-таки, конечно, да, так где-то критически, наверное, и понимать, что пока еще большой путь предстоит пройти. Я в данном случае даже не об общественной палате Уфимской говорю, да, потому что о ней пока нечего сказать, она пока не приступила к работе, сколько вообще вот об этом институте. Если все-таки говорить про Уфимскую общественную палату, вот по поводу ее состава очень хочется поговорить. Смотрите, там достаточно много членов палаты, но принцип формирования ее, он такой довольно любопытный. Там больше половины — это назначенцы от горсовета и от мэрии. А людей, которые реально делают что-то, да, то есть они, по крайней мере, их имена на слуху, их там всего 9 человек. Вот почему так? Почему, если мы формируем общественную палату, мы не можем действительно провести конкурс, ну, как мне кажется, было бы хорошо сделать, да, среди общественников, которые реально что-то делают? Зачем вот это надо было? Там горсовет выбирает своих, там мэр своих назначает. Ну, на самом деле это и инерция, и пережитки той системы управления, которая есть в России, вертикали власти, так называемой. Я согласен с вами абсолютно, да, по этому поводу. Я тоже считаю, что общественная палата должна, если уж она представляет общественность, то власть не должна не иметь к ней никакого отношения вообще. То есть она должна избираться непосредственно людьми. Да, потому что, не знаю, как у вас, да, возможно, я не права, но создается впечатление, что это просто очередной еще один орган для лоббирования каких-то интересов власти. Нет, я не думаю, что это орган для лоббирования интересов власти, просто потому что лоббистских структур, в общем-то, и так хватает. И создавать еще одну нет никакой надобности. В данном случае с этим вполне справляются и горсоветов, и там городская администрация. На мой взгляд, это как раз-таки попытка создать
площадку для взаимодействия с обществом, но просто в силу того, что нет опыта соответствующего, и в силу того, что излишне, наверное, опасаются каких-то острых вопросов со стороны Общественной палаты, это выглядит вот так, как это выглядит на сегодняшний день с Общественной палатой Уфы. Проблема, однако, в том, что такая Общественная палата, я боюсь, она не будет пользоваться достаточной поддержкой и узнаваемостью самих уфимцев, и Почему? поэтому... Ну, потому что они не знают людей, которые состоят в Общественной палате. То есть большинство уфимцев просто не знает, кто эти люди. А это очень важно для того, чтобы... То есть Общественная палата, в моем понимании, это некая группа людей, каждый из которых представляет из себя лидеров общественного мнения. И, соответственно, как лидер общественного мнения, она может и контролировать деятельность властных органов, и может выстраивать диалог с властью, передавая точку зрения населения, да, выступая вот коммуникативной площадкой. Пока непонятно, то есть когда я вижу, что в Общественной палате присутствуют люди, занимающие какие-то высокие должности, ну пусть даже не в государственных структурах, но в сфере бизнеса, ну и, честно говоря, я сомневаюсь, что они как-то тесно очень связаны с общественными организациями, общественными движениями. А Общественная палата республики, вот к ней какое отношение? Там есть люди, которых знают в городе, к которым могут пойти, которым есть доверие? По-моему, это тоже довольно закрытый орган, нет? Это, в общем, то, что я говорил об общественных палатах, безусловно, касается любых общественных структур вообще. То есть Общественную палату мы просто в данном случае обсуждаем Уфимскую как наиболее последний пример, скажем так. А вообще это касается любых общественных институтов, общественных советов при разных рода органах власти и так далее. Но что касается Общественной палаты республики, наверное, в силу того, что все-таки это более статусный орган, я считаю, что там вот этих узнаваемых людей несколько больше. Другое дело, что все равно и она в полной мере, наверное, не выполняет функции именно коммуникативных, хотя контролирующие функции, в общем-то, возложенные на нее, на мой взгляд, с ними она справляется. Там больше лидеров общественного мнения, но в целом вот это общая проблема для всех общественных структур подобного рода. Так может их вообще тогда стоит упразднить, если они по сути не работают? Так я вот об этом и говорил в самом начале, что не нужно упразднять именно как раз потому, что ребенку нужно вырасти, что называется. Но ждать надо долго. Но ждать надо долго. Ждать-то приходится очень долго. Слушайте, еще одна тема, которую мы успеваем проговорить, это столетие республики. У нас вот с 6 числа уже начинается более-менее активное празднование, да, там концерты. Почему-то очень много этих концертов и праздничных каких-то мероприятий назначено именно на Москву. 13-14 числа в Совете Федерации пройдут Дни республики. И на это все, естественно, выделяются бюджетные средства, там нужен свой стенд, нужны презентации. А Башкирии это вот все зачем? Вот в Совете Федерации эти дни проведут. Вот с политической точки зрения, с экономической точки зрения, с любой. Это все зачем нам? Ну, вы же помните, что глава республики сказал в одной встрече с депутатами Государственной Думы и вообще нашими, так скажем, политической элитой региональными, да, что они должны там не выходить из Москвы, не вылезать из кабинетов. И я так понимаю, что это является результатом вот той политики достаточно жесткой конкуренции, которая между регионами имеет место быть, и, соответственно, каждый регион пытается использовать малейший повод для того, чтобы заявить о себе. Наверное, в общем, это правильно. Другое дело, что... Выхлоп от этого есть? Я думаю, что иногда бывает. Я не знаю, какой пока будет тот столетие Республики Башкортостан, но, в общем, отдельные регионы показывали, что да, выхлоп есть. Ну, вспомните тысячелетие Казани, например, да, или даже 450 лет присоединения Башкирии к русскому государству. То есть там имелся определенный выхлоп. Ну, посмотрим пока, да, посмотрим, как это... Здесь многое зависит от нескольких факторов. Первое — это степень влияния самого регионального руководителя, степень его включенности в федеральные политические процессы. Я думаю, что у Хабирова, в общем-то, эта степень достаточно высокая. Все-таки он проработал в Москве не один год. Во-вторых, от уровня организации, ну и в-третьих, уже от того, что, собственно, республика может предложить. Через месяц, я думаю, мы будем иметь представление относительно того, как это все развивается. Другое дело, что не применительно к этому празднику, который, в общем-то, вполне обоснован, у нас иногда начинают придумывать какие-то, ну, иногда смешные даже поводы для того, чтобы там продвинуть город или регион, там искусственно удревнять дату, придумывать там какие-то юбилеи или дни рождения. Конечно, когда люди это видят, даже когда федеральная власть это видит в лице своих представителей, то они так скептически ко многим вещам начинают относиться. Ну что ж, это был политолог Николай Евдокимов. Спасибо вам большое. Это программа «Персонально ваш». Пока. Спасибо.
никакого секрета.